были нанесены удары по оккупированной Чечне, а именно по Грозни-Сити. Это такая реклама, это такая вот картинка, построена для всего мира, в частности для России и во всего мира, мол, в Чечне все хорошо, в Чечне проблем никаких нет. Но сегодня, вот на днях ударили туда, то ли дроны попали, то ли противоракетная оборона российская сработала, мы точно не знаем. Однако российскому режиму пришлось это комментировать, потому что до этого они все дроны, они умалчивали все эти удары. Вот, допустим, тоже недавно были нанесены удары по российским структурам в Ачхой-Мартане, в Гудермесе и в Серноводске. В Ачхой-Мартане по УФСБ было нанесено, они вместе там стоят вместе с РОВД, и все это было замалчивано, то есть они замалчивали. Но когда нанесли по Грозни-Сити, российская марионетка Рамзан Кадыров был вынужден что-то сказать, и он, естественно, обещал нанести обратные удары, не знаю, как и каким образом он это попытался сделать. Ну давай вот, что ты по этому счету думаешь, почему они умалчивают, почему они не хотят говорить о том, что идет война и не только в оккупированных частях Украины, но она пришла к нам домой? Да, Ислам, к большому сожалению, к нам война пришла 31 год назад. 11 декабря этого года будет 31 лет со дня официального начала Первой русско-чеченской войны. Хотя их разделяет на первую и вторую, я всегда отношусь к этому как начало российской агрессии, которая продолжается по сей день. И, конечно, война не закончилась. Не успев закончить, русские, когда взяли 100% под контроль, оккупировав нашу территорию, втянули чеченский народ в свою преступную войну, которую она развязала в Украине. И, к большому сожалению, ставленники Кремля, сегодняшнее руководство оккупационного режима всецело приняли эту политику и пытаются перед всем миром представить чеченцев как главных участников русско-украинской войны. Но слава Всевышнему, руководство Украины, украинский народ, да и в целом все международное сообщество понимает, что на самом деле происходит. Мы развеяли этот миф, и мы не допустили того, что Путин и Кадыров хотели представить чеченцев и чеченский народ как народ-агрессор, как в свое время Сталин, проведя геноцид и депортацию чеченцев и ингушей, представил чеченцев и ингушей врагами народа, советского народа. И точно так же Путин и Кадыров, Путин, используя Кадырова, его лояльность и его продажность, пытался представить весь чеченский народ в качестве агрессора, который развязывает войну против Украины и украинского государства. Но мы это не допустили. 25 февраля в Брюсселе, как раз у нас 24-го шло заседание Государственного комитета деоккупации, и 25-го мы в Брюсселе, в центре Брюсселя, выступили с заявлением о своей готовности занять сторону украинцев и принять участие в отражении российской агрессии. И мы, единственное условие, это у нас было, чтобы легитимно участвовать в этой борьбе, необходима была правовая основа для участия чеченцев. Ты знаешь, Ислам, что в Европе есть страны, которые любое участие в войне в чужой стране рассматривают как наемничество. А наемничество, оно преследуемо по законам некоторых стран в Европе. Поэтому, чтобы избежать этого, мы предложили создать какую-то правовую основу для этого. И 28 числа президент Зеленский подписал указ о создании иностранного легиона. И с этого времени наши бойцы, и те, которые находились с 2014 года, и те, которые в последующем после развязывания полномасштабной агрессии, они сегодня имеют легитимную основу для участия в этой войне, в отражении российской агрессии, и это, в принципе, та правовая основа, необходимая для чеченцев, которые сегодня находятся там. А то, что сегодня происходит дома, и эти отголоски продолжающейся русско-чеченской войны и отголоски идущей русско-украинской войны, этот налет, который был, прилет, как это сейчас принято называть, да, есть на территории Чеченской Республики абсолютно легитимные цели.
это военные структуры, оккупационные структуры, даже если они находятся, если даже они состоят из чеченцев-коллаборантов, но это не снимает с них ответственность за те преступления, которые совершает Россия и российское государство в Украине. И поэтому, так как они находятся под российскими флагами, вот эти объекты являются легитимными целями для вооруженных сил Украины. А вот относительно вот последнего прилета, вот этот башня, или как его называют, это визитная карточка Кадырова и коллаборантов. Попытка Путина зачистить и замести следы военных преступлений. Ты знаешь, что в свое время город Грозный после Второй мировой войны это был единственный город, который стер с лица земли, и он шокировал весь мир. И, конечно, Путин в течение долгих лет заметал следы, зачищал последствия своих преступлений, которые он совершил. Но сегодня уже, конечно, для него это уже не спасательный круг. Чечню отстроили, но то, что сегодня он делает в Украине и в городах, украинских городах, которые он стирает с лица земли, эта ответственность все равно остается за Россией и конкретно за людьми, которые повинны в этой войне. А то, что сегодня нанесли удар по символу благополучия Кадырова и кадыровского окружения, на мой взгляд, это в этом и не заинтересованы вооруженные силы Украины и другие подразделения. В частности, про наши подразделения я могу сказать со всей ответственностью. Наши не задействованы в этом. И я уверен, что украинцы на 90% к этому удару не имеют отношения. Это структуры, которые сегодня пытаются настроить весь чеченский народ, обозлить чеченский народ на украинцев, которые отражают российскую агрессию. Мы знаем, что в Европе мы провели первую акцию против российской агрессии против Украины. Кадыров даже был вынужден заявить о том, что мобилизация не коснется чеченцев. Хотя в последующем ему дали понять, что неверно и неправильно себя ведет. И после этого он как бы пытался представить Чечню в авангарде мобилизационного ресурса. Он со всего постсоветского пространства привозил людей, они создали там так называемый институт, учебный центр, и оттуда под брендом кадыровские полки отправлялись черт знает кто и кто угодно. И, естественно, тем самым Кадыров навлек на Чечню, сам призвал вооруженные силы Украины, чтобы они наносили удары вот по этим подготовительным базам, которые он создал на территории Чеченской Республики. Это одна сторона. А то, что сегодня российские спецслужбы в укор Кадырову и в пику Кадырову нанесли удар по его символу благополучия, я допускаю именно этот вариант, что сегодня это был специальный удар российских спецслужб по Кадырову. И те заявления, которые делает Кадыров, я уверен в том, что он к этим заявлениям не имеет никакого отношения. То есть там письменно выложили, там не чуть ли он вызывает на дуэль там украинцев, определите место, там где место встречи. Это просто выставляет его на посмешище. Конечно. Война в Украине 1000 километров протяжению фронта, на протяжении, пусть Кадыров или Путин приедут туда и только заявят о том, где они находятся и с кем они хотят поговорить. И это будет последнее, что они сделают в своей жизни. И Кадырова это знает, и российские спецслужбы это знают. Но все равно при этом они его выставляют вот таким клоуном в этой ситуации. Вот смотри, Ахмед, это очень хорошо, что вот это было проговорено. Если взять прошлое, ведь вся их политика внутренняя по отношению к чеченскому народу, именно российская политика, строилась на том, что Кадыров, старший, остановил войну, что он спас чеченцев, что он миротворец, что они спасли каждую мать, чтобы она не плакала, каждого сына и так далее, и так далее. Всю вот эти, на протяжении 20 с лишних лет, они говорили нам это. Когда люди ребята уезжали в Сирию, они говорили это. Когда кто-то выходил против России, они говорили это, мол, остановитесь, не воюйте, мы должны себя беречь и так далее. Но сегодня так случилось, что они толпами туда людей отправляют. Вот, допустим, очень такой резонансный случай недавно произошел. Это семья, родственники Дадаев. Это отец, 2 сыновей и его племянник. Их отправили в Украину
потому что российские оккупационные и местные коллаборантские власти разозлились вот на этого парня, это Хамзат Тадаев. Где-то он живет, он что-то там не то сказал, и они ему сказали вернуться. Он отказался. После этого они похищают его отца, двух его родных братьев, племянника его отца. Вот этот парень, его зовут Асхаб, он несовершеннолетний, ему всего лишь 17 лет. То есть эти похищения показывают нам, что весь разговор о том, что они пытались спасти чеченцев, что это не имело под собой никакого основания. Как только русским понадобилось пушечное мясо, как раз-таки тех самых чеченцев, которых они якобы спасали, они толпами, вагонами сегодня просто отлавливают на улице и вагонами отправляют в топку, в эту преступную войну. Вот ты наверняка знал лично Ахмата Кадырова, отца Рамзана Кадырова. Как ты думаешь, почему он вот так резко по одному щелчку пальца поменялся? Или же он все-таки изначально был вот этой змеей подколодной? Нам надо отделить Кадырова-старшего от Кадырова-младшего. У Кадырова-старшего были определенные амбиции и были конкретные договоренности с Путиным. Когда, в принципе, ФСБ работала в двух направлениях. Чечня была разделена на религиозной основе на два лагеря. Последователи традиционного ислама и последователи чистого ислама. И во главе этих двух течений стояли без каких-либо сомнений российские агенты влияния и российские агенты. И агенты влияния, и нештатные, и штатные агенты стояли во главе этих двух течений, которые противопоставляли чеченцам. Тем самым ослабили наш оборонный ресурс, да, потенциал, который мы выработали в течение Первой войны. Первую войну русские нас пытались расколоть по политическим ориентациям. Были те, которые говорили о эволюционном подходе и восстановлении чеченской государственности, якобы других, которые в соответствии с абсолютно нормативными, тогдашними нормативными актами восстановили чеченское государство, их как бы вписывали в разряд революционеров, которые таким революционным путем пытаются добиться независимости. Но как только началась российская агрессия, это не сработало. Чеченцы как один стали на защиту своего отечества. С разными политическими взглядами, но с оружием в руках они выступили против России. Учитывая вот этот опыт и учитывая еще опыт, приобретенный в Кавказскую войну, когда опять-таки чеченцев, ингушей разделили на два лагеря, только тогда это было наоборот. Новое течение и старое традиционное, которое через Ойляев, Устазов традиционно были последователями чеченцев и ингушей на территории. И вот им второй эксперимент, второй раз им он очень хорошо удался. И Кадыров был стоял во главе лагеря вот этого традиционного. И он договорился тогда с Путиным, что старший Кадыров договорился с Путиным, да, что он готов подписать федеративный договор разграничения полномочий по татарскому варианту. Просто по татарскому варианту, где был особый статус, который подчеркивали всегда. Все понимали, что это временное явление. Только Россия укрепится, и никакого особого статуса ни у Татарстана, ни у кого не будет. А с Кадыровым вообще произошла вот такая бяка. Путин к этому времени, уже к 2002 году, он денонсировал вообще федеративный договор, не говоря уже о каких-то особых полномочиях, которые имели. И, естественно, в этой ситуации Кадыров-старший считал себя обманутым. И он потихоньку начал высказываться и делать заявления, которые очень не нравились ни российским спецслужбам, и Путину. И они его ликвидировали. Но на фоне Кадырова-старшего, человека хоть и не светским, но с исламским образованием, вот оказался вот его отпрыск. Жестокий, жадный до денег, абсолютно не имеющий никакого статуса в самой республике. Человек, который был гоним, да, и над ним издевались, его считали вообще каким-то, как это выразиться, отсталым.
не столько отсталым, не чуть ли такой вообще умственно отсталым, да, его считали за придурка. И вот в этой ситуации Путин сделал ставку на него и сказал: я тебе дам все. Я помню одну историю. Анна Политковская была здесь в 2006 году, еще после смерти Кадырова-старшего. И вот как раз Кадыров-младший, там он премьер-министр, все эти дела, в общем-то, у него шла очень карьера, он пошел вверх. И в этой ситуации, когда она была в Хасавюрте, Кадыров бегал со стульями и с наценками этих стульев. Он ей показывал. Это я знаю, что Анна не могла придумать это. Он ей рассказывал: ты посмотри, сколько этот стул стоит. Сколько стоит этот стул? У меня, видишь, сколько этих стульев здесь. И когда она ему задала вопрос о том, факультет, какой он в университете учится, и там окружающие задали, сразу настроились и сказали: вы же сказали, что не будете задавать сложных вопросов. Она спросила, на каком факультете он учится. Да? То есть вот это привести его к власти, это был вызов всему чеченскому народу, то, что Путин сделал. Это была пощечина. У них было очень много людей, которые были рады и были бы готовы служить Путину. Но он избрал и выбрал именно этот вариант, чтобы представить на весь мир. Вот есть такое понимание: лидер нации, народ заслуживает своего лидера. Да? Вот исходя из этого, они назначили именно его во главе этого логично, народа. Да, логично. Это была месть Путина и России. Не только Путина, это была месть русистов чеченцам за первую войну, которую они проиграли. И они тем самым, чеченцы, ингушиты, знают, что все время во своей истории они гордились тем, что они пережили феодальный строй. Да. Равное общество, равноправие. В чеченском обществе принцип формирования строился на первый среди равных. И не иначе, первый среди равных. Каждый чеченец генерал. В 21 веке насаждают в самой извращенной форме феодализм, да? Когда есть баи, когда есть князья, когда есть неприкосновенная каста людей во главе с Кадыровым и его окружением. Это был вызов, это была месть шовинистов чеченцев. И поэтому сегодня рассматривать Кадырова-младшего, даже в отличие от своего старшего, от своего отца, это просто конченый коллаборант. Человек, для которого нет ничего святого, кроме денег. И он настолько повязан чеченской кровью, до конца своих дней он будет непосредственно повиноваться Путину. Именно Путину. У него есть только с ним. И Путину он просто необходим сегодня. Пока есть Путин, будет Кадыров. И он будет делать все, что Кремль ему говорит. И, конечно же, российские силовики, военные, и внутренние войска, и Министерство обороны, и спецслужбы, они лютой ненавистью его ненавидят. Они считают, что Кадыров-младший украл у них победу. И они не в том виде хотели видеть чеченцев, не в том качестве, в котором они сегодня есть. Сегодня, на самом деле, окружение Кадырова может сделать все, что угодно на территории России. Все, что угодно. И они это делают. И, конечно, вот эти силовики и силовые структуры, они это терпят, потому что пока это нужно хозяину Кремля. А вот этот удар по Кадырову, по небоскребу, я поэтому исхожу из этого, что этот удар был специально нанесен по Кадырову, потому что они знают, какое отношение и с какими чувствами Кадыров относится вот к этим своим строениям. Да. А если, смотри, Ахмад, если Кадыров умрет, вот ты говоришь, что Путин на него сделал ставку, я с тобой полностью согласен, но если Кадыров умрет, там сейчас говорят, что про Адама Кадырова, вот этого его маленького сына, тоже недалеко отошедшего по умственным способностям от своего отца, но он слишком молодой, чтобы его избрать. Когда Кадырова, вот этого Рамзана, хотели поставить главой, тогда еще президентом, а у него не было достаточного вот этого возраста, и они должны были на 3 года поставить другого, Алханова.
А здесь этот вообще молодой, ему сейчас только 18 исполнилось. И многие говорят, что, возможно, вместо него, по крайней мере, на время будет Магомед Даудов, глава вот этого российского оккупационного правительства в оккупированной Чечне. Как ты думаешь, будут ли они ждать, пока этот вырастет, или прямо изменят пункты в законе и скажут, 18-летний тоже может быть? Ну, знаешь, Ислам, я не хочу гадать на кофейной гуще, но по всей логике, которая сегодня мы наблюдаем за всем, что происходит, и вот эти разные подходы к чеченской проблеме, мне кажется, самый вероятный вариант, который будет работать и сработает, это если они назначат какого-то русского генерала-губернатора в этой регионе. И это примут все, и Даудов, и Кадыров, и все. Если сегодня переложить ответственность или назначить первым руководителем Даудова, это может нести раскол вот в это окружении самого Кадырова. Они же как собаки, они же друг друга ненавидят, они друг друга подсиживают и готовы предать и съесть любого в любой момент. Вот эту ситуацию можно разрядить только одним, назначив туда какого-то русского генерала, руководителя. И это все примут. Сегодня это примут. И, в принципе, нас тоже этот вариант вполне устраивает на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что если произойдут какие-то перемены, они будут в этом ключе. А если они сделают по-другому, это тоже нас устраивает, потому что это приблизит вообще конец России и русских на Кавказе, не только в Чечне, но и на всем Кавказе. И это, конечно, напрямую связано с тем, как будут развиваться события в Украине. Мы сегодня больше сосредоточены по всем вопросам, касаемо деоккупации нашей страны, именно в Украине. Вот военная победа Украины и военное поражение России в Украине, вот это залог освобождения и деоккупации и нашей страны, и всего Кавказа. И поэтому мы свои усилия и сосредоточили и направили именно для того, чтобы отстоять свободу Украины. Отстояв свободу Украины, мы тем самым добьемся и деоккупации нашей страны, и деколонизации колонизированных народов. Иншаллах. Иншаллах. Смотри, Ахмад, ну давай выйдем сейчас чуть-чуть из нашей республики. В 22 году в Украине в октябре месяце оккупированная Чечня была признана оккупированной территорией, был признан геноцид чеченского народа. Какова работа сейчас с другими странами? Ну и какова работа сейчас, когда продвигается самой Украины, потому что признать оккупированные территории – это хорошо, это безусловно хорошо, но это не совсем конечный вариант, то, что мы хотели бы видеть. Допустим, признание паспортов, выстроение дипломатических отношений, уже официальных с правительством за рубежом. И вообще в других странах, если что-то намечается, может, есть ли какие-то перспективы и тому подобное. Ислам, ты знаешь, что есть вещи, которые я не могу сегодня говорить и обсуждать здесь в прямом эфире, потому что нас слушают не только наши хорошие друзья, но и нас слушают наши враги. И в этом отношении... И нехорошие друзья. И не совсем хорошие друзья, да, тоже нас слушают. И поэтому я воздержусь от этого, но в то же время я могу сказать, что да, в Украине, в принципе, те вещи, о которых ты сейчас говоришь, они практически уже имеют свое решение. Да. Мы не можем сегодня в полной мере установить дипломатические отношения с Украиной. Вы знаете, что ты знаешь, что есть принципы, международные нормы и принципы, где оговорены протокольно все эти моменты. Для того, чтобы мы установили дипломатические отношения и признание нашей независимости, из которого следует дальше признание наших символов государственных и паспортов, и других, и границы, и территорий, мы должны контролировать эту территорию. Так как сегодня наша страна находится под российской оккупацией, вот постановление, которое было принято Верховной Радой о признании факта оккупации, это и есть косвенное признание независимости. Но в соответствии с существующими принципами и нормами международного права такая формулировка подходит сегодня. И в других странах, и с другими странами мы работаем в этом же ключе. Вот моя последняя встреча с Русланом Алексеевичем Стефанчуком, главой Верховной Рады, мы как раз обсуждали вопросы
какие шаги дальше Верховная Рада должна предпринять для того, чтобы реализовать то, что заложено в документе о признании нашей территории оккупированной. Есть вопросы и статуса, есть вопросы и признания паспортов. Ну, есть многие вопросы, которые мы сегодня реально можем решать. И мы в этом ключе работаем и с Украиной, и с другими европейскими странами. Я думаю, что в ближайшее время я смогу обрадовать наших сторонников какими-то еще другими нашими проектами, над которыми мы сейчас сегодня работаем. Иншаллах. А вот касаемо так называемой русской оппозиции, которая сегодня базируется в европейских и вообще в западных странах, я-то знаю, какое у нас с ними взаимоотношение, но хотелось бы, чтобы на нашу аудиторию это было проговорено. Какое у нас с ними взаимоотношение? Если оно вообще планируется или нет? Дело в том, что чтобы мы планировали и было, чтобы какое-то взаимодействие, пусть будет не будет считать плагиатством, да, для любого сотрудничества нужен партнер. Для любого сотрудничества, хотя Трамп любит говорить о танго танцует вдвоем, а для любого партнерства для любого сотрудничества нужен партнер, должна быть сторона. Сегодня этой стороны нету. Есть Путин, Россия, агрессор, страна, империя. И есть их отпрыски, которые сегодня всецело поддерживают политику Путина, но не самого Путина. Это те же имперцы, ничем не отличаются от путинского окружения, те, которые сегодня находятся на Западе и заявляют о себе как оппозиция. Но это ни в коем случае никакая не оппозиция. Мы сегодня дело имеем не с Путиным, не с кем-то конкретно, с персоной. Мы имеем проблему с Российской империей. До тех пор, пока Российская империя будет существовать, эти проблемы не будут разрешены. А от страны, вот оппозиции, которая сегодня выходит в международную повестку с дорожной картой по деколонизации Российской империи, по децентрализации этой страны, эта программа есть только у Ильи Пономарева. Хотя она тоже не совсем ярко выражена, но они в своих тезисах и формулировках ближе к нам, чем кто-либо другой. Вот с ними у нас есть взаимодействие, а никакой другой оппозиции в России нет. И, кстати, эти люди, которые сегодня заявляют о себе как о российской оппозиции, они находятся в оппозиции точно так же и к Илье Пономареву. Они ни его съезд, ни его структуру, они ее не признают, потому что он недвусмысленно заявляет о том, что чеченцы и чеченское государство должно быть независимым. Ахмед, касаемо взаимоотношения с другими народностями, колонизированными Россией, ингушами, дагестанцами, выходцами из Северного Кавказа, Татарстан, Башкортостан. Есть ли у нас взаимодействие? Ну, я-то некоторые моменты знаю, но хочу, опять-таки, чтобы было проговорено. И насколько это для нас важно, либо вообще это не важно? Нет, это очень важно. Это очень важно. В мире существует прецедентное право и преемственность. Принцип преемственности. Если мы говорим о свободном Кавказе, мы должны исследовать тому, что в 1917 году, 18 году была создана конфедеративная республика, союзное государство, куда входили 6 республик, 6 народов. И когда в 1923 году мы провели 3-й съезд народов Северного Кавказа, съезд проходил в Европарламенте, и там был создан, в Европарламенте был создан комитет по восстановлению государств, северокавказских государств. И многие наши друзья, и друзья в кавычках, начали обвинять нас в том, что мы отказываемся от принципа государственного суверенитета Чеченской республики. Ни в коем случае никто от этого не отказывается. Наоборот, мы говорим другим республикам, что чтобы стать союзным государством, конфедеративным государством, они должны обрести сначала свой статус, национальный суверенитет, как это сделали мы в свое время. И только суверенные субъекты могут создать какое-то союзное государство. И поэтому вот та политическая платформа, которую мы создали в 1923 году, вот этот комитет, во главе этого комитета, президентом этого комитета является черкес Ияд Ягар,
есть другие представители, представители Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Есть люди, которые участвовали в этом съезде, начиная с Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Турции. Представители кавказских народов участвовали на этом форуме и создали этот комитет. Вот это та самая правовая основа и для Украины, и для Европейского Союза, если они хотят действительно создать второй фронт против России, с тем, чтобы Россия перестала быть империей, есть вот эта правовая площадка для других государств. Я не говорю о чеченском государстве. Чеченское государство, оно оккупировано, этот факт признан всем. Чеченская республика Ичкерия признана 57 государствами. Это члены ОБСЕ, которые провели выборы в 96-97 году на основе Конституции чеченского государства от 92 года. Это 57 государств. И были поэтому наблюдателями, да? Нет, это не только наблюдатели, они как раз-таки были спонсорами этого мероприятия, этих выборов. Они сами проводили эти выборы, организовали выборы. И в протоколе, который был подписан ОБСЕ, там указано, выборы прошли в соответствии с Конституцией 92 года. А в Конституции 92 года недвусмысленно прописано, что Чеченская республика независимое суверенное государство. То есть, когда мы говорим о необходимости сохранения правопреемственности, мы говорим и об этом тоже, потому что мы не можем сегодня отказаться от такого политического багажа, который мы имеем. Это политическая сторона, почему нам необходимо сегодня сохранить правопреемственность. Экономическая сторона – это то, что в 98 году, в 97-98 в Москве Россия признала за долг, который мы выставили счет 169 миллиардов долларов. Это Россия признала, и признала, что она будет выплачивать эти деньги чеченскому государству. Мы не можем отказаться от этих решений. Если сегодня мы перестанем существовать и будем говорить, что нам нужно начинать с чистой страницы, это говорит о том, что мы должны отказаться от тех привилегий, которые у нас уже есть. Третья составляющая. Мы подали Международный уголовный суд по военным преступлениям. Мы учредили национальный трибунал по военным преступлениям, совершенным Россией. 3 этапа. Царская империя, Советская империя и сегодняшняя псевдодемократическая империя, которая развязала и ведет войну. Мы не можем отказаться от принципа привлечения к ответственности, отказаться от принципа необратимости наказания. Вот все это заложено в том, что мы делаем сегодня. Почему сегодня важно сохранить Государственный комитет деоккупации как правопреемник Государственного комитета обороны, как высший орган государственной власти, с тем, чтобы сохранить все эти вопросы, связанные с будущим чеченского народа и чеченского государства. И поэтому мы будем стоять на этих позициях. Сегодня, да, у нас нет реальной власти, у нас нет ни дворцов, ни машин, ни замков, ни бюджета, ни ресурсов. Но у нас есть моральное право, заслуженное чеченским народом, которое чеченский народ заплатил самую высокую цену за свою свободу и независимость. И мы являемся реально правопреемниками вот этих легитимных структур власти, которые были избраны чеченским народом. Вот кого мы представляем, и вот почему нам необходимо сегодня, несмотря на все склоки, наговоры, уговоры, сохранить вот эту правовую основу для чеченцев, для чеченского народа и для будущего чеченского народа. А смотри, вот ты сказал, в 97-98 году Россия признала факт, что должна будет выплачивать нам репарации или контрибуции. Да, репарацию, да. Репарации, да. Они завтра не скажут, что все деньги, которые они Кадырову выплачивали, это как раз-таки и есть часть вот этих вот задолженностей. Не, я поэтому всегда говорю, когда речь идет о том, что Кадыров облаготворил, Кадыров строит, Кадыров что-то делает, нужно понимать, Кадыров крадет народные средства чеченского народа. У него никогда не было ни своего бизнеса и ни своих каких-то доходов. Это все, что они сегодня имеют, они воровали, они это отняли у чеченцев. Да, какие-то моменты мы можем учесть, как деньги, которые выплачены. Но в результате этого есть еще уже вторая война.
и вторые Да. иски, морально-материальный ущерб нанесенный. Главное нам запустить этот механизм. А сколько выплачено и сколько осталось, это уже мы будем решать в процессе переговоров с теми или с той страной, которая останется после децентрализации этого государства, этой империи. Ахмад, мы сегодня уже долго с тобой ведем этот эфир. Я бы хотел напоследок не столько тему, сколько пару слов от тебя высказаться, чтобы ты высказался по поводу похищений, новых похищений, по поводу угнетенного состояния чеченского народа, в котором он находится. Вот, допустим, в Верхнем Науре выступили жительницы Верхнего Наура, они просят решить проблему, многолетнюю проблему с их участками, которые местная администрация грозит у них забрать. Никаких документов им за это время так и не оформили. Российские чиновники просьбы решить их ситуацию просто игнорируют. Поэтому им пришлось записывать вот такое видео. Вот эти женщины, они записывают, обращаются, их игнорят и так далее. Это очень много таких записей. Или, допустим, вот похищение недавно произошло целой семьи из Урус-Мартана, семья Шахбиевых. Были на данный момент известны похищенных имена Шахбиев Хампаш, Шахбиев Зяуди, Шахбиев Нурди, Шахбиев Лом-Али, Шахбиев Турпал, Шахбиев Асланбек, Шахбиев Заурбек, Шахбиев Эльбек. Вот эти люди, некоторые только у нас имеются фотографии, вот его похитили, вот его похитили. Или, допустим, тоже родственник их, это Шахбиев Хампаш, является учителем географии и заместителем директора в средней школе номер 3 города Урус-Мартан. Вот этот человек. Человек, как мы видим, абсолютно никак не связан ни с террористами, ни с экстремистами и так далее. Это новости, допустим, публиковали телеграм-канал НИСО. Ну, таких новостей очень много. Я хотел бы напоследок у тебя попросить, чтобы ты сказал пару слов чеченскому народу на чеченском языке, что должен чеченский народ делать в данной ситуации, как ему справиться, напутственные слова, слова поддержки и так далее. Баракаллах. Ассаламу алейкум, салам маша, дуай махкваш, цахбул чарга, фуқариянс бул чарга. Тан нох ислам хватташ дал хаттар, тан вайц алияч дал халла, вайқомат خلا لله هم يشتو إشحال ضايقن زعمنا يهم يحال وانتير خيتل ودات ورقام ماشا دال وشيش ميخ دايخي ويدعيتلز ويكوت ماستاشنا طبعا سيان لؤر تشاق داق أبو ليوش بوش بوخ بيلش إحدينش ناخنا كوتش ديق أحوش ديك إدو ويقام ماش دال شوت إها شيك جواب ديوخر دويل شي شاشتان ديشتور ظلم الشيخ زينخ شي جواب دل ديزر دويل أختار دينس إسلام قبول شوي وخامي غيش كابوال بيش بوش بلوغيش قبول شارع وتصح دولش الحل هقا شيء ما يدني داقش واحد يرشتو هما سون وينان خاي لا ويعدل وي правительство تاعنا بس حقوق أميل ديشين عما قال لي هر آرا مخكع خيل عشدات ويتصحتان بوال بيش ويناخ بو ناقواستي بو بروكورور بيلغوا بروكوراتوري بيلغوا بو قبول نيتسالي ستركتورشي بيلغوا بو وتصح خلشتو هم تصح دويش ديك تصح خوش ديك ناغل دوش ديك مايدني دوش ديك إتسارة تانيوزني دوخش يبوخ وعبيرش بوشن وق آريانس دويش دول شومنت آريانس هقوي информационный аур абуал беш болчнах майдни доخش هما إزواي فيكسيروت ديش واحد يرش دوشن وتمصو هما شيشي بوخ بوشن وتمصو هما شي زامن شو عجوب تيغر دوشن كرتنيك تانا شيخولش أورا تقيش بول كيجيناخ لربر إش عالشبر تان شيخولش دولش أورا ميل خلدي لاحا قرط بنا وتستان إعليش دولش عاز لاتوش دولش أيدلنا تسارك شين زيت دويش شاش لردلر شي دوزلش لربر تانا ويتعبول كرتشم ويتع خيندول كرتشم دال لاحا يتأمتي تي عنو شيخير باتشم Россия почал империсан и дайерюшен юхчул тага вевеш мах паргат бахар бушен зединчен гар зулм динчар гар вajwap тюхар душен таганц ахинер али балхахилер али цах бехнер али санас тагана таган ацар дючтолч агват я шугар шудиц шубахам и дабах эдош ундушен бош цар давашул пропаганда матиешлиш вайн тагана зулм диник милуха шуна аз лайник милуха шун таган ве ام دوشونی عاز بلوشته وقت ای انش خرطون العادی سنا ایمخ لربیش صاحین دول وقام تورپل قام دال ملاها و اش لین بول بال نخ
şunt evetten yol çıkartsonak ve cevap diyorlar düşün. Tamam üniversite politik çakyak beş yıl bu çerger diyorlar düşün. Üniversite politik ştan az ve çok vaktin dol çoğalın çergere diyorlar düşün. İnşallah idiye hal iş kerçete hok ariyansa kahvekistan dukkun buşun. Vogna dikçumna dog badilliş dalmula sa dik doç sa wutsakul elwen. Tana har wumur khalmur bu qoment evet nig ve nagant evet nig. No iş latiş yolş daçun. Har xisur duşun har xit delite от zulum xoş jot diye hok ariyansa sah ve boş bol beşe ve onri buşun. Vesmanolç Allah dağla mokşmeş diknya dikans roş tuğulu. Dağlt ay bert kivel. Dağl onu açık da olur loyal nizim. Amin. Amin. Amin.